до 19 лет. Матч будет проходить на «Газпром-арене», город Бишкек, Кыргызская республика. Это матч второго игрового дня. Команды уже готовы выйти на площадку. И сборная Кыргызской республики стартует в этом турнире именно с этого матча. В то время как сборная Афганистана вчера уже стартовала. В игре против сборной Ирана был зафиксирован результат 3-10 в пользу последних. И для сборной Афганистана, конечно, этот матч может быть решающим. А для сборной Кыргызстана матч определяющим настроение, может быть, стратегию на весь этот турнир. Впрочем, смотрим, дорогие друзья. С вами сегодня буду я, комментатор Азамат Асылбашев. Команды готовы выйти на поле. Сегодня был сыгран матч чуть ранее текущего, в котором встречались команды сборная Ирана и сборная Таджикистана. Окончательный счет игры был 2-1 в пользу сборной Ирана. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами видим, как команды собираются выйти на поле. И давайте, наверное, познакомимся с составами команд. Сборная Кыргызстана. Первый номер — голкипер Тимурлан Джусупов. Номер 6 — Эрнест Сайбиддинов. Номер 9 — Арсланбек Токоев. Номер 10 — Аймен Канатбеков. Номер 11 — Бектур Ильясов. Это стартовая пятерка на скамейке запасных. Голкипер под вторым номером Ахджол Хамидов. Номер 3 — Абдул Азиз Калбаев. Номер 4 — Ильгиз Азамат Улу. Номер 5 — Эрджан Пахтыбеков. Номер 7 — Ханат Садыков. Номер 8 — Адиль Аянбаев, капитан команды. Номер 12 — Бекмат Карыбеков. Номер 13 — Олжас Барбиев. Номер 14 — Урмат Кылычбек Улу. Главный тренер команды Вадим Кондратков. Сборная Афганистана. Номер 2 — голкипер команды Рахматуллах Алими Зада. Номер 5 — Омид Канбари. Номер 6 — Нурла Назари. Номер 8 — Аджмал Вализада, капитан команды. Номер 9 — Абул Башир Ахмади. Это стартовая пятерка. На скамейке запасных номер 1 — голкипер команды Али Ахмад Монтини. Номер 3 — Бахмат Ургеш. Номер 4 — Ниматулла Мухаммади. Номер 7 — Сина Хайдари. Давайте, наверное, сейчас послушаем гимн сборной Афганистана и затем продолжим. Это был гимн сборной Афганистана. Ну а сейчас гимн Кыргызской республики.
Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем знакомить вас с составом сборной Афганистана. Номер 10 Саид Моштаба Хасейни, номер 11 Мохаммад Али Мумтаз, номер 12 Хамидулла Гафаури, номер 13 Ясер Юсуфи, номер 14 Майсам Хасани. Главный тренер команды Махмуд Сиеди. Сегодняшний матч обслуживает бригада судей в составе главного судьи Эсмаил Калмар Бастех из Ирана, второго рефери Сухроба Сатторова из Таджикистана, третьего судьи Али Ахмади из Ирана, судьи хронометриста Бехруза Муртазоева из Таджикистана, комиссар матча Хамент Момини из Ирана. С вами сегодня буду я, комментатор Азамат Асылбашев. Но памятные фото, в прекрасном настроении футболисты обеих команд. Но что же будет в конце матча, дорогие друзья, мы с вами посмотрим. Сборная Афганистана по тому, что говорил их главный тренер на предтурнирной пресс-конференции, собралась совсем недавно. Очень долго не было вообще соревнований, турниров в этой стране, ну тем более международных. И это буквально первый выезд для команды за очень долгое время. Наша же команда составлена из игроков, выступающих в Суперлиге. Причем наша команда выступает одной командой, одним клубом в Суперлиге. Топ-Толок называется команда. И в ней собраны практически все игроки этой сборной. Поэтому игровая практика и сыгранность вполне определенная у команды Вадима Кондраткова. Сборная Афганистана провела один сбор перед турниром в течение 15 дней. Команда тренировалась. Вот насколько она готова к этому турниру, насколько готова команда сборной Кыргызстана, мы с вами узнаем уже совсем скоро. Команды готовы стартовать. Ждем свистка судьи. Полные трибуны Газпром-арены, которые поддерживают своей командой и сборной Кыргызстана, и сборной Афганистана. Болельщиков на трибуне очень и очень много. Ну что ж, ждем свистка. Звучит свисток, и начинают белый в белой форме сборная Кыргызстана. И сразу же команда несется вперед, подгоняемая своими болельщиками. Чем ответит сборная Афганистана, сейчас посмотрим. Пока сложно говорить о чем-то более конкретном, потому что еще команда мяч не получила во владение. Белые разыгрывают мяч. Поднимает голову шестой номер, ищет, нашел партнера. Отлично, Аймет Канатбеков, получив мяч, попытался пробить поворотом. Удар не вышел, но начало очень хорошее. И вот еще одна возможность. Надо бить. Нет, падает. Нарушения не было. Отворот. Неплохая первая минута получается у сборной Кыргызстана. А вот сейчас разворот, удар и гол. Гол! В первой же атаке сборная Афганистана забивает пятый номер Амид Канбари. Открывает счет в матче 1-0. Отличное начало для сборной Афганистана и обескураживающее для сборной Кыргызской Республики. Но надеемся, конечно, что игроки, что одной команды, что другой, подготовились к турниру достаточно хорошо, в том числе и психологически. И такие первые пропущенные голы на первых минутах, конечно же, не дадут сбой всему настрою команды. Первая атака у сборной Кыргызстана получилась неплохой. Мяч был доставлен в зону игроку, который бил поворот.
воротам, ну, практически имел хороший шанс для взятия ворот. Ну а сборная Афганистана с убийственной эффективностью использовала свой первый же момент в матче. Ну и так смотрим, что сейчас покажет в атаке сборная Кыргызстана. Некий сумбур, мне кажется, есть в действиях сейчас обеих команд. Справа был партнер, не сразу его увидел, и ответная атака афганистанской сборной. Вот здесь надо было забивать. 3 практически в 1 выходила сборная Афганистана и каким-то чудом просто не забила. В обороне не все в порядке у сборной Кыргызстана. Это уже ясно после 2 первых же атак афганской сборной. Как дела в атаке? В атаке надо реализовывать возможности в первую очередь. С разворота десяточка. Аймин Канатбеков бил. Его удар был блокирован, но мяч ушел на угловой. Какая заготовочка есть? Нет, за линию аута ушел мяч. Какая заготовочка на этот раз есть у сборной Кыргызстана? Удар по воротам рядом со штангой. И было касание там угловой. 9-й номер Арсланбек Топоев на точке с мячом. Устанавливает. Чуть-чуть не перехватили игроки сборной Афганистана. И первая смена у хозяев поля. Напоминаю нашим зрителям о том, что матч проходит в Бишкеке на Газпром-арене. Площадка очень знакомая для сборной Кыргызстана. Вдоль и поперек изучена. И вправе, конечно, они надеются на преимущество своего поля, своих трибун, да, и площадки, которые знают они от и до. Головой. Нет, аут прям на линии рядом с точкой углового будет. Да, надо, гол заряжают трибуны. Бить было неудобно, но все же. Какой пас, а? Сборная Афганистана, ну, в 3-й раз атакуя, практически в 3-й раз доходит до ворот. Пытается нанести удар по воротам и в этот раз, но не вышло. А вот сейчас есть возможность. Удар в соперника. Ответная атака красных. Удар. Тоже в соперника. Лежит на площадке игрок кыргызстанской сборной. 5-й номер Эрджан Бахтыбеков держится за ногу. Что там случилось? И за эту паузу Вадим Кондратков успевает что-то сказать капитану команды Адилю Аянбаеву. Ну, я думаю, что стартовое волнение уже позади для обеих команд. Можно играть, говорит судья. Ошибка какая! Может дорого стоить! Вратарь выходит далеко вперед и выбивает мяч. Если для сборной Кыргызстана этот матч является стартовым в этом турнире, то сборная Афганистана уже, видимо, вкатилась, да, в турнир.
хотя и играла со сборной Ирана, проиграв, но все же уже игроки более-менее, наверное, почувствовали и игру, и площадку, и сейчас успешно противостоят сборной Кыргызстана. Очередная атака белых, нарушение правил. Да, хватал за корпус игрока команды соперника 5-й номер Эрджан Бахтыбеков. Первый фол у хозяев в поле. Не только номинальный, но и фактически хозяева поля сборная Кыргызстана. Проигрывает сейчас за 15 минут до перерыва. Уже прошло 5 минут первого тайма. И сборная Афганистана вновь в атаке. Держится за голову Вадим Кондратков. Что-то идет не по плану. Хороший пас вперед. Ну там, конечно, руками прихватывали. Не то, что прихватывали, прям тянули за корпус игрока сборной Кыргызстана, который играет сегодня роль столба. Десяточка. Аймин Канатбеков. Ну и первый штрафной у сборной Кыргызстана. Удар! Выше ворот. Да, мяч кого-то задел, поэтому будет угловой. Очередной угловой у ворот сборной Афганистана. Рахматулла Алимизада весь сосредоточен, сконцентрирован. Удар соперника. Вступает в дело вратарь сборной Кыргызстана. Начинает розыгрыш от своих ворот. Да. Потеря мяча. И белые будут вводить мяч из-за боковой линии. Вновь десяточка наша отправляется вперед. Даже становится позади голкипера. Но он будет выбрасываться в какую-то сторону, да, и принимать мяч. Обыгрыш падает. Да, нарушение правила. Очередной фол. Что у нас по фолам? Так, это первый фол. Нет, это второй фол сборной Афганистана. Недавно ведь был штрафной. А на табло пока не поменяли фолы. Но будем знать, да, фактически два фола у сборной Афганистана. Вот, на табло уже поменяли, да. И один фол у сборной Кыргызстана. Да, не удается хорошо разыграть этот стандарт. Приходится отходить даже назад. Предупреждение сделано 14-му номеру сборной Афганистана Майсаму Хасани. А вот как сейчас не забили, я не понимаю, дорогие друзья. Ну как можно не забить в пустые ворота? Как сейчас не забили? Да, было слишком короткое расстояние между игроками, но все же надо забивать. Такие моменты надо использовать. А терять мячи нельзя. Удар! Нет! Ложный замах. Вот сейчас. Нет, и сейчас тоже удар не получился. После ложного замаха у игрока сборной Афганистана уже не было времени бить по воротам. Не было возможности. В атаке сборная Кыргызстана. Удар мимо. Поторопился, на мой взгляд. 10-й номер. Там слева открывался его партнер, которого на паузе можно было наградить пасом. Красный будет вводить мяч в игру. Хорошо там придержал мяч, пока
партнеры подкатывались. 4-й номер Ниматулла Махамади. Удар сходу выше ворот. 0-1, дорогие друзья. Сборная Кыргызстана, пропустив в первой же атаке соперника, уступает в счете сборной Афганистана. Неплохо играет сборная Афганистана, да. Знаем мы прекрасно, какие сложности есть вообще не только у сборной Афганистана, вообще, насколько сложно сейчас состоят дела ввиду там различных политических ситуаций, да, это и конфликты военные, война затяжная, долгая, и очень отрадно, что в этой стране есть хорошие ребята, есть большой спорт и прекрасная команда, даже вот до 19 лет сборная выступает в этом турнире и довольно-таки успешно. Удар! Хорошо приложился к мячу Адиль Аянбаев. Еще один удар! Все рядом и рядом проходит мяч. Пристреливаются ребята из сборной Кыргызстана. Но будем надеяться, что следующие удары будут точнее. Передача налево. 3-1. Расстановка сборной Кыргызстана. Да. Выбивает мяч из-под ног 7-го номера Ханата Садыкова. И белые будут сейчас разводить. Очередной стандарт вблизи ворот соперника. Уходит мяч от красных. И продолжается владение мячом сборной Кыргызстана. Неплохо подготовилась сборная Афганистана к противостоянию со своим сегодняшним соперником. Да, на пресс-конференции говорили. Лежит сейчас 5-й номер Ирджан Бахтыбеков, держится за голову. И даже нужен врач. Что ж там случилось? За голову держится. Ох, затылком, да, ударился о паркет Ирджан. Нельзя ему ходить в площадку, а игра продолжается. И даже через вратаря. Потеря. Ну вот сейчас что-нибудь получится. Пас сделать не получилось. Не получилось. Там хорошо отыграл 13 номер Ясир Юсуфи. Не дал сделать пас. Удар! Гол! Гол! Забивает сборная Кыргызстана. 7-й номер Ханат Садыков. После удара мяча в штангу подбежал и вонзил мяч в сетку. 1-1. Как же хорошо он среагировал, а? На отскочивший мяч. Да, Ханат Садыков, автор
первого гола сборной Кыргызстана на этом турнире. Вратарь сейчас рисковал. Чуть не дождался того, что его накроют. Прямо на линии ворот. Расстроенный, конечно. Ой, какая ошибка! Выход 1-1. Пустые ворота. Гол. Афганистан забивает. И кто делает? Вновь 5-й номер. Амид Ханбари делает счет 2-1. Ну что ж за матч сегодня, дорогие друзья. Только что сборная Кыргызстана отквитала отставание. Как Афганистан вновь забил. И 2-1 уже счет. Десять с половиной минут до перерыва. По фолам, что интересно, тот же самый счет. 2-1. 2 фола у сборной Афганистана и 1 у сборной Кыргызстана. Вновь ошибаются ребята при передаче. Нет нарушения. Судья просит подниматься. Хороший пас. Голкипер берет мяч. Направо надо давать. Да. Хорошо. И под удар 6-го номера нашего Эрнеста Сайпиндинова, игрока сборной Кыргызстана. Сразу 3 игрока под удар ложились сейчас. Можно играть. Можно играть, говорит судья. Да, судьи дают поиграть футболистам. Не останавливать игру, только если не явный фол. Ошибка. Удар. Вратарь кончиками пальца задевает мяч. Уходит на угловой тот. Ой, какой рикошет, а! В ворота ведь шел мяч. Сориентировался сейчас Тимурлан Джусупов. Отлично среагировал. Удар! Рядом со штангой. Чуть-чуть не хватило 12-му номеру Бекмату Карыбекову, чтобы задеть мяч, изменить траекторию полета и чтобы закатился тут в ворота. Да, нарушение, конечно. Это фол. По фолам счет равный 2-2. Да, о чем-то переговариваются там игроки сборной Афганистана с рефери. Капитан что-то показывает 5-му номеру, за которым нужен глаз да глаз. 2 гола он сегодня уже забил. Ну, а сборная Кыргызстана начинает свою атаку. Направо. Да, а где игрок на дальней штанге? Его там нету. Какой пас, хороший удар и гол! Гол! Забивает 6-й номер Нурулла
ему сделал Паста. 5-й номер Умит Хамбари. Сборная Афганистана впереди. Очень интересно. Очень интересно. Да, и воспряли болельщики Афганистана. Удивительно, сегодня их много на трибунах. Видимо, что Вадим Кондраков и Марат Дуванаев, тренеры сборной Кыргызстана, что-то усиленно объясняют игрокам, что же у них не получается. Надо подсказать, надо подкорректировать им игру. Когда на предтурнирной пресс-конференции тренер Афганистана говорил о том, что нет никакой информации о соперниках, наверное, он немного лукавил, на мой взгляд. Известно, что сборная Афганистана всем составом выступает в Суперлиге, и играет против соперников старше себя. И вот такие у нас прекрасные зрители сегодня на трибунах. И поэтому информации про нашу сборную у них было достаточно. Возможно, с этим связано такое тактическое преимущество. Да, мы видим, что раз за разом сборная Афганистана взламывает оборону соперника. Понятное дело, что команда готова в первую очередь тактически к такому сопернику, к ее игре. Ну а сборная Кыргызстана, к сожалению, не смогла преподнести сюрприз сопернику. Очень мало неожиданных решений, очень мало комбинаций неожиданных для соперника. Все читается ими. Налево передача. Садыков. Удар! Вратарь там достает мяч. Но несложным. В принципе, удар был для... Отложенный фол. Отложенный фол. Кому? Сборная Афганистана. У них 3 фола. Как из забитых мячей. Удар! Ну как так промахнулся Садыков мимо мяча? Хорошая ведь была возможность, а? Надо забивать. Конечно, надо забивать. Не получается в обороне. Надо преуспевать в атаке. Как в свое время бразильцы говорили, вы можете забить нам столько, сколько хотите, сколько сможете, а мы вам забьем столько захотим. Если пропускать столько мячей, надо, соответственно, и забивать чуть больше. Да, возможно, это было лучшее решение. Просто выбить мяч за линию аута. Надо гол, скандируют трибуны. Да, сборная Кыргызстана. Гол нужен. Терять мяч никак нельзя. Шесть минут 40 секунд остается до перерыва. Развернувшись, упал 5-й номер сборной Афганистана, но судья показывает ему, что я все вижу, говорит, я все вижу. (6:18). Время, оставшееся до перерыва. Голкипер
сборная Афганистана. Вводит мяч в игру. Да, но может быть так и стоит, да, быстрее, агрессивнее встречать соперника. Момент даже принятия мяча. Сборная Кыргызстана, если он хочет преуспеть. А вот так пропускать 1 в 1 нельзя. Афганистан в атаке. Неплохо держится мяч в этой атаке. У красных потеря. Там-то никого не было. На кого была передача сделана? Передача была сделана просто в зону, в свободную от чужих игроков. Надежда на то, что кто-нибудь из своих туда ворвется. Можно играть, показывает судья. Можно играть. Все вижу, говорит судья. Все вижу. Играйте спокойно. Потеря. Надо возвращаться теперь. Да, успели вернуться быстро, поэтому сборная Афганистана не пошла в быструю атаку. (3-1) за 4 минуты 27 секунд до перерыва. Сборная Афганистана пока побеждает в матче против сборной Кыргызстана. Что у нас по фолам? По фолам 3-2. 3 фола у афганской сборной. Все меньше и меньше времени для того, чтобы сравнять счет в матче у сборной Кыргызстана. Удар! Штанга! Штанга! Да. Это был самый реальный шанс, наверное, за последние несколько минут. За минут 5, наверное, у сборной Кыргызстана забить гол. Ну, есть возможность. Есть, надо только ими пользоваться. И сборная Кыргызстана имеет шансы для того, чтобы забить. И сборная Афганистана. Толчок. Толчок в спину. И это 4-й фол. Это 4-й фол. Да, ставится стенка на расстоянии 5 метров. Можно. Удар. Мимо. Тайм-аут. Тайм-аут берет сборная Афганистана. За 3 минуты 25 секунд до перерыва.
Интересно, о чем же говорят тренеры, о чем-то говорят и судьи. Минутный перерыв позади. И игра продолжается. Хорошая передача. Удар. Где мяч? Еще удар. Мимо ворот. Хорошая атака была у сборной Афганистана. С завершением. С ударом по воротам. Неплохо. Ну, да, там нельзя было трогать мяч голкиперу. И это реальная возможность у сборной Кыргызстана забить один гол хотя бы до перерыва. По свистку, говорит судья. Ну что, забьет сборная Кыргызстана сейчас. Если забьет, отправится в хорошем настроении в раздевалку. Скорее всего. Но время-то еще есть. 2:43 на табло. Удар! Еще удар! Нет, не получается забить. Хотя мяч и шел в створ ворот, но на пути его неизменно были игроки Афганистана. Потеря. Удар пришелся в соперника. Вот даже лежа игроки достают мячи. Удар. Поторопился сейчас 7-й номер сборной Кыргызстана Канат Садыков. Там слева набегали не один, а даже два партнера. Хотя скорость он потерял, да, его уже догонял соперник. Ну, сейчас! Удар, гол! Гол забивает сборная Кыргызстана! Ильгиз Азамат Улу делает счет 3-2 за 2 минуты 11 секунд до перерыва. Ну что, сотворят камбэк, может быть, до перерыва. Потеря. Есть шанс, конечно, 2 минуты в футзале. Время достаточное для того, чтобы хорошо провести атаку, разыграть. Но для этого не надо запутываться в ногах, отдавать мяч сопернику. Минута 38.
Можно бить! Вратарь забивает кончиками пальцев. А куда был сделан этот пас, тоже непонятно. Минута 30. Ну, есть время, есть. На пару атак хватит точно. Может быть, даже обеим командам. А хороший ведь пас был. Хороший. Не пошел в ту сторону. 6-й номер. Эрнест Лебединов. Минута и 6 секунд. 2-3 сборная Кыргызстана в родных стенах проигрывает сборной Афганистана. Удар дальний в рамках турнира стран Центральной Азии. В данном турнире принимают участие также команды Ирана, Узбекистана и Таджикистана. 47 секунд. Неплохо. Терять мяч нельзя. Нарушения? Нет. Нарушения не было. Всего лишь аут. 43 секунды 8 десятых. Удар. Хорошая была возможность, да? Сборная Афганистана остро атаковать. — 28 секунд и 9 десятых. Теперь хватит ли времени? Ну, боюсь, уже нет. Хватит времени на атаку сборной Афганистана. Две секунды. Каков ажиотаж, а? Какое напряжение в матче! Удар соперника. 1 секунда. Ой, сейчас мог закатиться мяч, а? Срикошетил он, но попал в штангу с внешней стороны. Звучит сирена, дорогие друзья. Вот такой непростой поединок, половина которого уже позади. 3-2, Афганистан впереди. Сборная Кыргызстана отправляется в раздевалку, чтобы подумать, что идет не так. Буквально через несколько минут мы с вами продолжим наблюдать за этой встречей.
первом тайме сборная Афганистана сразу же в первой атаке нанесла удар воротам сборной Кыргызстана. Если в начале матча результата добились сборная Афганистана, то сейчас первым ударом, по крайней мере, этого сделать не удалось. Может быть, получится и вторая атака. Да, судья все видит, подсказывает футболистам о том, что тоже все находится под его контролем. А вот терять нельзя, вот так вот мячи! Сборная Афганистана забивает 4-й мяч после ошибки в розыгрыше. Ну, одна из тактических ошибок сборной Афганистана в то время говорится о том, что последний игрок, конечно, не должен идти в обыгрыш. Ему должны помогать, в том числе и партнеры, для того, чтобы создавать возможности для паса. Комплекс причин привел к тому, что гол сборная Кыргызстана пропустила опять в начале тайма. 4-2. Удар, но не точный. Вновь потеря. И сборная Афганистана рвалась сейчас к воротам соперника. И очень интересная ситуация будет, да? Еще один гол. Гол забивает сборная Афганистана. 10-й номер. Саед Моштаба Хосейни делает счет 5-2. Ну и сборная Кыргызстана пребывает в состоянии грогги. Только что вроде бы сократили отставание в счете 3-2. Потом команда ушла на перерыв. Ну как сразу после него 2 гола забила сборная Афганистана. Но и, надо сказать, заслуженно. Воспользовалась она и ошибкой в первом случае при розыгрыше мяча. Но во втором очень классно просто сыграл игрок сборной Афганистана. Мощно пробил в верхний дальний угол ворот.
Довольно неожиданный результат сейчас в матче для многих специалистов, болельщиков. Наверняка многие ожидали, что для сборной Кыргызстана он сложится более удачно. Но вот игра, она и показывает, насколько все-таки действительно сильна каждая сборная. Несмотря на то, что рейтинг взрослых сборных, национальных сборных и Кыргызстана, и Афганистана достаточно сильно разнится. Да, Кыргызстан, как мы помним, находится на 41-й позиции. Да, а сборная Афганистана находится в самом конце первой сотни. Ну а Ю-19 это совсем другое дело. Здесь сборная Кыргызстана уступает в матче довольно-таки хорошему, подготовленному сопернику. Несмотря на то, что говорилось о том, что команда готовилась всего лишь 15 дней к турниру. И в стране очевидные проблемы со спортом вообще. Удар сходу! Отражает голкипер. Неплохо отыграл сейчас. Сборная Кыргызстана произвела смену по ходу матча. И угловой. Удар! Еще не угловой будет. Будет еще один угловой. Нет, пробить сходу не получилось. Уже через вратаря. А вратарь все-таки высоковато сделал передачу. Но времени, в принципе, достаточно. Знаем мы немало примеров в истории, по крайней мере, было таких примеров достаточно, когда отыгрывалась больше разница в счете. Что-то какая-то первая комбинация будет сейчас у сборной Афганистана. Показывал номер 1 голкипер пальцами. Но сейчас требуется помощь одному из игроков сборной Афганистана. 14 номер. Майстан Хасани уже поднялся и готов продолжить игру. Первый фол во втором тайме. Где мяч? Потерял мяч. Сейчас из виду игрок сборной Афганистана. Но прозвучал свисток судьи. Опасная была игра. Под удар подкатывался игрок сборной Афганистана, поэтому сейчас свободный. Удар! Надо попадать в другого пути у сборной Кыргызстана. Нету
надо подать в створ ворот. Не так много возможностей сегодня у хозяев в поле. Немногие атаки завершаются ударами по воротам. Можно играть. Что там произошло? Было столкновение двух игроков. Да, завалились там два игрока. Ничего страшного, по крайней мере, мне кажется. Ничего там не было. Ну вот сейчас, может, что-нибудь получится. Не получится. Ну, надо дать должное, да. Сборная Афганистана играет чуть-чуть пособраннее, да. И у нее игра более цельная. Сборная Кыргызстана, к сожалению, для своих болельщиков не может найти ключи к воротам соперника. Очень тяжело команда добирается до ворот соперника. В то время как атаки сборной Афганистана очень и очень эффективны. Неплохо. И пас отдать надо точный. Не получается сделать точный пас. Ответная атака сборной Афганистана. Удар! Мимо. Мимо. 5-2. Счет пока остается прежним. Времени не так уж и много для того, чтобы отпитать 3 гола. Красиво. Пас хороший. Штанга. Не забивает на этот раз Амид Ганбари. 2 гола он сегодня забил. Самых первых 2. Сделал голевую передачу. В этот раз не попал он просто
сейчас вот снова он с мячом. Неплохо он оснащен технически. Мяч прям очень хорошо держится у него в ногах. Но получает он предупреждение. Довольно-таки внушительное устное предупреждение от рефери. Аут? Да, аут. Широко играет сборная Афганистана. Очень хорошо перемещаются игроки. И вот только с третьей попытки удается все-таки в подкате забрать. Ну, не забрать, так выбить мяч за боковую линию. Сборная Кыргызстана. Вновь в атаке красные. Ушел мяч, да. С трудом обороняется в эти минуты сборная Кыргызстана. Удар. Не точно. Ну что же придумает тренерский штаб сборной Кыргызстана? Надо что-то менять. Осталось 10 минут. И пока игра находится под полным контролем сборной Афганистана. Как красиво развернулся Умит Ганбари. Быстро, на скорости. Потеря! Перебрасывал сейчас вратаря, но наш не сплоховал. Небольшая остановка в игре. Но все в порядке, можно продолжать. И красные вновь идут в атаку. Ну, надо было пас, наверное, отдавать пораньше немножко. Да, и на полу лежит один из игроков сборной Кыргызстана. И даже есть врач, который выбежал на помощь. Да, после того, как он лег под удар, видимо, свело какую-то мышцу либо ноги, либо спины. Да, очень жаль, если он не сможет продолжить игру. Бектур Ильясов покидает поле. И вместо него выходит Эрджан Бахтыбеков. А вот кому сейчас сделать передачу? Третий номер. Бахман Гордеш. Интересно.
Отобрали мяч. И можно идти в атаку. Но для этого нужно сделать хороший первый пас, да, в зону атаки. Что сделать совсем не получается. Во втором тайме очень сложно вспомнить какую-либо атаку сборной Кыргызстана, более-менее успешную. Но сборная Афганистана атакует уже как хочет. То слева, то справа. Уже игроки более свободны, да, в своем творчестве. Да, обыгрывают они легко, на финтах каких-то, на каких-то изысканных таких приемах футбольных, футзальных. Такой собранности, как в начале матча, у них нет, но при этом довольно-таки успешно они строят свою игру и в атаке, и в обороне. Вадим Кондратков вперед. Тайм-аут за 8 минут и 21 секунду до конца матча. Счет 5-2. Надо что-то решать именно сейчас. Не понял я, почему сейчас рефери подходил к сборной Кыргызстана, что-то там объяснял, в то время как главный тренер пытался что-то объяснить игрокам. Интересно было наблюдать. Тайм-аут позади. Да, вспомнили о блоках при розыгрыше игроки сборной Кыргызстана. Уходит мяч за боковую линию. Перехват надо делать до конца. Не получилось немного у 6-го номера Эрнеста Сайфетдинова выбежать из-за спины и забрать полностью под контроль мяч. Хорошо, сейчас может быть получить гол. Нет! Нет! В самом конце выбивает игрок сборной Афганистана. Мяч с ленточки практически выносит. Да, поднимается игрок. Помощь врача ему не требуется. Игра может быть продолжена. 7:35. Время, оставшееся до конца матча. Угловой. Да, это нарушение, конечно. Удивительно, но это первый фол
у сборной Кыргызстана во втором тайме. «13 минут прошло практически без фолов. А вот только сейчас был первый фол. И сразу вперед! Да, все в порядке. Там с 8-м номером сборной Кыргызстана, с Адилем Айенбаевым, с капитаном команды. Вошел он вновь в игру. Забрали мяч белые. И надо попытаться организовать атаку. Потеря опять какая! Удар! Рядом со штангой. Вновь 5-й номер Омид Ганбари бил поворотом. Что там? Все-таки за линию аута ушел мяч. Может быть, пробить сейчас? Нет. И в атаке сборная Афганистана. Нет, не доходит мяч. Что творят? Что творят вблизи собственных ворот игроки сборной Кыргызстана? Что творят? И голкипер. Но голкиперу было сложно сориентироваться. Бежал он все-таки назад. Пытался достать мяч. Уходящий. Соперника попадает 5-й номер. А вот здесь чуть не забил 6-й мяч. Ворота сборной Кыргызстана. 6-й номер Нурла Назари. Гол! Наконец-то забивает сборная Кыргызстана. 5-3 счет. Бектур Ильясов, да, 11 номер, которого, помните, уносили на носилках. Все-таки он вернулся и забил гол. Да, все-таки взял в руки мяч за линией вратарь. И сейчас будет опасный штрафной вблизи ворот сборной Кыргызстана. Что придумает афганская сборная? О чем-то быстро они переговорили. И соперника пришелся удар. Пять минут остается до конца матча. Две с половиной минуты на гол для сборной Кыргызстана. В случае победы сборная Афганистана наберет 3 очка в этом турнире. А у сборной Кыргызстана в случае проигрыша будет 0. Столько же, сколько и у сборной Таджикистана после 2 игр.
Ой, как хорошо разыграли сейчас белые. Да? И только на самой последней стадии, уже на стадии нанесения удара, не смогли они добиться успеха. Ну вот в комбинации с голом забитым последним, да, сборная Кыргызстана. И вот с этой комбинацией вроде бы возвращается в игру. Но хватит ли времени? Вот это, наверное, главный вопрос, который стоит на повестке дня в этом матче. Не было нарушения? Нет. Можно играть. Показывает судья, но держится там за ногу 9-й номер сборной Афганистана, который лежит сейчас на полу. Да, и требуется помощь врача. Абулбашир Ахмади. Но поднимается Абулбашир. Но прихрамывает, да, прихрамывает. Да, это нарушение. Это нарушение. Садыков. Садыков лежит на паркете, поднимается. Все в порядке с ним. Так, Бектур Ильясов или Аймен Канатбеков. Кто будет разводить там? Разбег. Дар! Нет. Помогают там игроки своему голкиперу и отражают этот удар. Судья просит подниматься игрока сборной Афганистана. И от игрока сборной Кыргызстана уходит мяч. Вот в десяточке, вот, а именно Канатбекова. 3:29. Не так много времени для того, чтобы попытаться сравнять счет в матче. Налево передача. Да, и держится за ногу Канат Садыков. Что-то там с ним случилось серьезно, мне кажется. Да, просят носилки вынести.
Ну, не дай бог, что-то серьезное. Ну а мы тем временем готовы продолжить. Удар! Мимо! Рискованно. И кому? Есть рядом партнер. Неточный пас. Неплохо. Но при помощи рук. При помощи рук. Не осталось это без внимания судьи. Удар! Вратарь. Вратарь, да, спасает сейчас. Мяч шел в ворота. Да, и, конечно, при таких вот перехватах игрой головой надо подбирать мячи, подбирать. Что не удается сделать игрокам сборных Кыргызстана. Идут на перехват, но мячи теряются. Эффективность вот таких вот перехватов не очень большая. Аут совсем рядом с воротами сборной Кыргызстана. Совсем мало времени. Минута 18 на табло. Угловой. Ну, может быть, сейчас что-то получится у сборной Кыргызстана. Сейчас или никогда. Удар соперника. Еще один угловой будет. Минута 0,8. Еще один угловой. Мяч упорно не хочет идти в ворота, хотя и идет первоначально в створ, в сторону ворот, низом, хорошо. Но на пути постоянно оказывается кто-то. С разворота! Нет, не получилось ударить с разворота. Опять соперника. Вратарь хорошо играет сейчас. От ворот.
от ворот. Все, дорогие друзья, пошла последняя минута. Сборную Афганистана можно поздравить с победой. Первой победой на этом турнире. Ну, а сборная Кыргызстана не отчаиваться. Игра была, в принципе, неплохой. Да, тяжело вкатилась сборная Кыргызстана в игру. Но, тем не менее. Будем надеяться, что успех придет в ближайшем матче. Уже тяжело, конечно, двигаться, быстро реагировать на рикошеты, отскоки. Падают два игрока. И это нарушение в пользу сборной Афганистана. Да, звучит финальная сирена. Со счетом 5-3 в этом матче победу одерживает сборная Афганистана, которая, несомненно, была лучше в этом поединке. Ну, сборная Кыргызстана, конечно, у этой сборной все впереди. С вами был комментатор Азамат Асылбашев. Дорогие друзья, до новых встреч.